сцену выйдет трехкратный чемпион Абаканской лиги КВН, основоположник движения стендап-комедии Абакан, участник проекта Comedy Battle на ТНТ Тимур Банкаяков! İzninle razı görüntüler. Min tadırдың угатын шарсы шостан миншим. Мин сала хазырсың. Ходите городской айны. Мин казах тілін шортылар. Дорогие друзья, давайте поаплодируем нашим уважаемым ведущим Каскару и Алексею. Они очень молодые, харизматичные, красивые парни. Еще мне 500 рублей за это дали. Сразу предупреждаю, все мои шутки не имеют никакого отношения к моей девушке, а то она обидится, всегда говорит, это что, все шутки про меня? Я говорю, нет, это не все шутки про тебя. Ну, к ней отношения не имеет. Я по образованию филолог. И, как многие филологи, долгое время работал по специальности. По специальности продавец-консультант. И меня, знаете, бесят люди, которые говорят, прикинь, или знаешь что? И молчит, пока ты не спросишь, что? Поэтому о девушках, моя девушка выдуманная, очень долго красится, знаете, часа 2 красится, а потом говорит, это все, чтобы я была для тебя красивая. Я говорю, ну тогда не ругайся, что выпиваю, это же тоже, чтобы ты была для меня красивая. На самом деле я не так много пью, как хотелось бы, но... Парни, запомните, никогда не обижайте девушек. Вы же знаете, девушка может обидеться вполне самостоятельно. Вот сегодня придете вы домой и скажете, на мисс Аллахай такая красивая девушка победила. То есть я для тебя некрасивая. Или, допустим, из ночного клуба частенько одно время ездил, с девушками говорю, поехали ко мне. Да ладно, ничего не будет. Пару раз действительно ничего не было, перестали ездить ко мне. Или вообще странная ситуация. Тоже уже спать ложился, ночевать надо, все как бы. И говорит, Тимур, я люблю пожестче. Но я матрас у него забрал, на полу постелил. Я сейчас, знаете, в таком возрасте, когда родители мне почти каждый день говорят, Тимур, мы хотим увидеть внуков, Тимур. У меня уже такое ощущение, что я где-то прячу этих внуков. И моя девушка, мне кажется, тоже хочет выйти замуж, намекает, а я, как настоящий мужчина, делаю вид, что этого не замечаю. Представляешь? Коля, Наташа сделал предложение так красиво. Вау, красавчик, вообще, братан, кольцо за 10-ку, наверное, взял. Свадьба, это так круто. Ну, ладно, говорю, нас же тоже позвали, сходим. И после этого я слышу фразу, которую слышит каждый мужчина. Знаешь, мне кажется, друзья тебе дороже, чем я. Я просто очень люблю спорт. Ну не то чтобы спорт, конкретно спортбары, но мы с девушкой очень романтичные. Мы смотрим фильмы типа «3 метра над уровнем неба», «Спеши любить» и плачем. Она потому что ей нравится главный герой, я потому что хочу смотреть «Супермен против Бэтмена». Но все равно. Замечали? В американских фильмах супергерои, а и ни одного хакаса нету. А было бы, знаете, очень круто, если был бы, знаете, человек хакас. Наполовину человек, наполовину хакас. Меньше, чем Бог, но больше, чем человек. Я шучу о хакасах, потому что очень люблю аскиз. Да и попробуй я в тот день, в пятницу в аскизе сказать местным, что не люблю аскиз. Аскиз просто такая территория, где все занимаются борьбой. Если ты не занимаешься борьбой, борьба занимается тобой. Замечали в американских фильмах? В боевиках всегда есть огромный чернокожий с пулеметом. Лысый с пулеметом где-то в джунглях ходит. А в российском кино, если ты азиат, ты по-любому снайпер. Еще один несомненный плюс быть азиатом, если ты надел кимоно, ты как-то больше похож на каратиста, да? И в Хакасии есть всего 3 национальности, я заметил. Это есть русские, хакасы и нерусские. Вы не замечали? Когда говорят нерусские, никто не говорит, что хакас, да? Это потому что я спрашивал у своего деда,
вся вина на деда ляжет. Я говорю, слушай, дед, почему казахи, мусульмане, тувинцы, буддисты и только хакасы православные? Это потому что Библия тут. Нет, какая Библия? Это потому что како? Я говорю, нет, дед. Нет, говорит, это очень удобно, говорит, быть православным. Потому что, если, допустим, Благовещение, я отмечаю этот праздник, потому что в этот день нельзя работать, да? То ты православный. А когда Великий пост нельзя есть мясо, то ты, ну, вообще-то же, оказывается, изначально шаманист, или там, все такое. Одно время я был организатором конкурса «Мисс Абахай», и было очень обидно, когда люди говорили, знаешь, мне кажется, на вашем конкурсе все куплено, все проплачено. У меня в голове была одна мысль, где моя доля? И после выступления обычно ко мне подходят девушки и говорят, слушай, ты такой классный, поехали к тебе. Я говорю, нет. У меня есть любимая девушка, я ее люблю, она меня ждет, поэтому поехали лучше к тебе.